Доброе утро, страна! Хайрлы таң! Новый день с вами начинают Зара Есенаман, я Игорь Сахар, а также Анар Рзаева и Чингис Капин. Да-да, друзья, вы не ослышались. Сегодня ведь не обычный эфир, а праздничный. В Новый год, как известно, все желания сбываются. И мое давнее желание как раз было, чтобы мы все дружно отвели эту программу. Илья Шилкин, увы, не смог присоединиться к нам сегодня, потому что уже репетирует спектакль «Волшебная хлопушка», подготовленный к этому дню Государственным академическим русским театром драмы имени Лермонтова. Мы передаем нашему другу и коллеге привет, а вам, друзья, желаем самого доброго утра. В течение года каждый будний день мы встречались в эфире, обменивались с вами положительными эмоциями, старались подбодрить и поделиться интересными наблюдениями. И сегодняшний день не исключение, и мы посвящаем эфир Новому году и подводим итоги года уходящего. Чингис, а что это у тебя за мешок в руках? Анар, конечно же, Новый год – это пора подарков, поэтому здесь сюрпризы для наших звездных гостей, а также для наших коллег. Чингис, Зара, мы уступаем первенство вам. Спасибо большое, Игорь. Как говорится, легкой и удачной записи. Спасибо, друзья! В нашей программе мы ежедневно перелистывали календарь истории, напоминая вам о самых ярких событиях этого дня. Осталась одна страница – 31 декабря. В этот день, в 2004 году, впервые вышло в свет издание World Discovery Kazakhstan. Это журнал об истории, культуре и искусстве Казахстана. Если на первых порах издание выходило 4 раза в год, то сегодня журнал ежемесячно появляется на бортах 26 отечественных и зарубежных авиакомпаний. 31 декабря 2009 года можно было наблюдать уникальное астрономическое явление – совпадение лунного затмения и голубой луны. То есть за месяц полнолуние наступило дважды. В следующий раз земляне смогут увидеть подобное лишь 31 декабря 2028 года. А еще сегодняшний день один из двух в году, когда может быть добавлена так называемая високосная секунда. Это дополнительная секунда, добавляемая ко всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем. А происходит все потому, что скорость вращения нашей планеты непостоянна. И чтобы, так сказать, не отстать от солнечного дня, приходится перенастраивать время. Другой подобный день – 30 июня. Вы не поверите, но перевод времени на 1 секунду назад – ответственное и масштабное задание, которое может привести к сбоям в интернете. Так и происходит зачастую в новогоднюю ночь с крупными компаниями, предоставляющими свои услуги онлайн, в частности, социальными сетями. А я-то думал, что это наши звонки с поздравлениями друг другу загружают сервера по всему миру. Возможно, так и есть, Чингис. Совсем скоро мы проверим твою теорию в действии. Ну а сейчас предлагаю открыть эстафету теплых поздравлений специально подготовленным новогодним блицем. Новый год – поистине чудесный зимний праздник, манящий запахом ели и сочных мандаринов, обещающий сказочные приключения. Обычай праздновать Новый год впервые появился в Месопотамии. По мнению ученых, первый Новый год был отпразднован в 3-м тысячелетии до нашей эры. Интересный факт, что уже тогда Новый год, как и весенний новогодний праздник тюркских народов Наурыз, праздновался в конце марта и был связан с началом земледельческих работ. Сейчас Новый год отмечается во многих странах в ночь с 31 декабря на 1 января по-разному. Однако везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел декабря в городах, селах, в каждом коллективе и в каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества. Каждый Новый год хочется провести особенно, начав все заново, будто с чистого листа. Именно поэтому многие жители нашей страны стараются каждый год отпраздновать праздник необычно. Кто-то уезжает в теплые страны, а кто-то попросту радуется семейному застолью. А как планируют встретить наступающий 2016 год казахстанцы и с чем у них ассоциируется этот сказочный праздник, покажет наш блиц-опрос. С чем у вас ассоциируется Новый год? Это запах мандаринов, апельсинов дома. С подарками, с новогодним настроением, с суетой различной. Сладости, игрушки, подарки. Без какого действия вы не встречаете Новый год? Семейный ужин. Без родителей. Бой курантов под последние секунды. Мы считаем все вместе. Ура! Фейерверки, шампанское. Мы готовим подарки для детей. В Новый год поваляться лицом в снегу. Мы обязательно загадываем желания всей семьей. Чего вы ожидаете от Нового года? Радости, очень много счастья. Только удачи. Чудес. Только хорошее. Сбываются ли желания, загаданные на Новый год? Иногда. Обязательно. Чаще всего, да. Бывает. Сбываются. Бывает. Существует ли Дед Мороз? Нет. Да. Конечно, существует. Конечно.
существует для детей. Да. Какие фильмы и мультфильмы нужно посмотреть в новогодние праздники? Ну, «Ирония судьбы», безусловно. Я думаю, «Один дома», С легким паром. «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Елки». Ваши пожелания казахстанцам на Новый год. Желаю вам всего самого лучшего. Никогда не переставайте верить в чудеса. Чтобы все мечты сбывались. Здоровья, счастья, благополучия всем семьям. Благополучие, желательно финансовое. Стабильности, счастья, любви. Зара, теперь моя очередь составить тебе компанию. Я очень рада тебя снова видеть, Игорь. Как ты думаешь, каких успехов программа «Кайырлы-тан» добилась за уходящий год? Колоссальных, Зара. Мы не пропустили ни одного эфира, а значит, встретились со зрителями почти 300 раз. При этом в каждой программе у нас были гости, деятели культуры и науки, спортсмены, юные вундеркинды или просто интересные собеседники. В этом году мы встречались с Олжасом Сулейменовым, Розой Рымбаевой, Маратом Бисенгалиевым, Марией Мудряк, Сундетом Байгожиным, Казбеком Валиевым, Майей Манезой, Светланой Подобедовой. Нередко к нам на чашечку кофе заходили и гости из-за рубежа. К примеру, Кирсан Илюмжинов, Никас Сафронов, Сосо Павлиашвили, Кален Макколев, Джонатан Дасен, Анастасия Макеева, Кирилл Плетнев, Иван Житков, Глеб Матвейчук. Всех и не перечислишь. Каждая встреча для нас большой праздник, а также возможность узнать что-то новое о деятельности и творчестве известных людей. А с некоторыми гостями мы уже настолько сблизились, что беседа из светской перетекла в дружескую и продолжается и за пределами студий. Например, как с нашим первым утренним гостем, выдающимся фигуристом, олимпийским призером зимних игр 2014 года, заслуженным мастером спорта Казахстана, многократным победителем международных турниров Денисом Теном. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. А совсем недавно вы получили золото на международном турнире Golden Spin в Загреб в Хорватии. Поделитесь, пожалуйста, вашими чувствами, эмоциями. Как далась вам эта победа? Ну, в первую очередь, мне очень радостно выходить в эфир вот в такой особенный день, 31 декабря, и начинать его вот с таких хороших новостей. Да, это произошло совсем недавно, вот выиграл очередной турнир, и он играл очень важную роль в моей подготовке. То есть это не самый крупный турнир в моей карьере, но вот очень важный турнир, который играет серьезную роль для подготовки уже к чемпионату мира и чемпионату 4 континентов, который состоится уже в следующем году. Поэтому золотую медалью закончил этот нынешний год. И это доставило мне много приятных положительных эмоций. Ну и теперь я только по-боевому настроен и смотрю вперед, целюсь на следующие достижения следующего года. Я не могу, к сожалению, выделить, какая из стран больше любит Дениса Тена. А на самом деле Казахстан, я могу вам помочь. Во многих странах есть поклонницы, поклонники, которые действительно ездят на чемпионаты, на турниры, сопровождают вас, поддерживают. Я даже слышала такой случай, что одна девочка из Японии вышила какой-то прекрасный гобелен. Вы видели его? То есть... Я видел, более того, я только вернулся с Японии совсем недавно, и у меня была возможность познакомиться с фанаткой лично. Совсем недавно мне вручили торжественно панно, которое размером с меня ростом. Я общался с ней, она рассказала, что ей понадобилось 3 месяца на изготовление этого изделия, и каждый день работала по 10 часов в день. То есть она учится. Я спрашивал, если ей давалось поспать хотя бы между учебой и работой, она говорит, нет. Да, поэтому действительно вот это меня очень трогает до глубины души, то есть то, что фанаты настолько трепетно относятся. Какие итоги, какими результатами вы особенно гордитесь? В моем плане это однозначно титул чемпиона 4 континентов, то есть это историческое событие для нашей страны. Я вновь завоевал медаль чемпионата мира, то есть я стал 2-кратным призером чемпионатов мира. Третье, я завершил сезон 2014-2015 суммой сезона среди всех мужчин-фигуристов, то есть у меня был лучший результат за весь сезон. Это вот топ-3, а топ-4, топ-5 я их, наверное, совмещу в один большой такой плюсик. Это однозначно ледовое шоу, которое мы провели в 3-й раз в Казахстане. Вновь были полные залы, вновь были поклонники не только из Казахстана, но и из-за рубежа. И в первую очередь были артисты, спортсмены, являющиеся топовыми звездами со всего мира. Денис, праздник уже на носу. Через считанные часы мы встретим год огненной обезьяны.
Расскажите, пожалуйста, вот как чаще всего вам удается встречать Новый год? У меня Новый год — это вообще такой семейный праздник. То есть для меня основная идея не встретить его по-особенному, а просто встретить его с семьей. То есть это очень важно, хотя не всегда получается. То есть в 2010 и в 2014 году из-за подготовки к Олимпиаде я проводил его вдали от Казахстана, вдали от родины, от своих родственников. Но это не самое главное. То есть я считаю, что Новый год — это тот день, который позволяет людям просто отстраниться от мыслей, скажем так, прошлого года и начать новую жизнь. Денис, а помните ли вы самую запомнившуюся встречу Нового года? Первое, что приходит в голову, это встреча с Дедом Морозом однажды. Еще совсем маленьким был, мне, наверное, было годика 3-4. Еще не знал даже, что такое фигурное катание. И вот у нас тогда вот еще семья могла позволить себе праздновать Новый год в кругу там, друзей. К нам все приходили, всегда дома было много детей. И как-то стучится в дом Дед Мороз. Да, и это было такое счастье, но потом я вдруг почувствовал, что что-то не так. И я говорю: ты же мой папа. Я же говорю: Дед Мороз. И Дед Мороз так и не раскрыл свою личность, то есть я думаю, это был настоящий Дед Мороз. Хотя папа на тот момент куда-то исчез. Вот это было самое запоминающееся событие Нового года. Что бы вам хотелось осуществить в 2016? У меня все мои цели и все мои мечты всегда связаны с профессиональной деятельностью. Поэтому, в первую очередь, конечно, я хотел бы подготовить себя к пику формы именно в марте 2016 года. Все, что будет до этого происходить, это будет моей подготовкой именно вот к главному событию. Поэтому главная моя цель – это чемпионат мира. Ну, мы будем за вас болеть вне зависимости, да? Получится у вас прийти к нам на интервью, но тем не менее будем ждать и болеть за вас. Денис, вот сейчас наверняка наш эфир смотрит, наверное, самый близкий человек, самый родной, самый преданный поклонник, самый верный друг – это ваша мама. Человек, который очень много сделал для того, чтобы сейчас вы были тем Денисом Теном, которого любят миллионы поклонников во всем мире. Вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вы, может быть, пожелали что-то своей маме, рассказали о ней вообще, о своей семье. В первую очередь, вы абсолютно верно подметили, что без мамы я бы не состоялся тем, кто я есть сегодня. То есть мама и по сей день является не просто мамой, она, наверное, мой самый верный союзник, мой куратор, мой ментор, человек, которому я доверяю на все 100%. И с этой точки зрения мне просто повезло. То есть, и я знаю, что не все мамы такие. И я действительно счастливчик, и мои заслуги это однозначно заслуга и моей мамы, и моего папы, и всей моей семьи. То есть у меня еще есть брат, у меня есть бабушка, да, люди, которые действительно всегда меня поддерживали. И дело даже не в поддержке, которые всегда присутствовали в моей жизни. И, соответственно, я смог достичь всего благодаря их окружению. Хотел бы сказать вообще, что родители – это святое. И в Казахстане, поскольку у нас восточная страна, я знаю, что у нас люди ценят старшее поколение, люди ценят родителей. И это очень важно. Вот когда я уезжаю в Европу или в Америку, там чуть-чуть другое отношение к старшим. И поэтому я бы хотел пожелать своей маме, но и не только своей, всем мамам. В первую очередь, конечно же, это здоровье. Второе, это я хотел бы всем сказать, что они уже сделали великое дело, что подарили жизнь своим детям. Да? И дальше, что бы ни случилось, то есть, я думаю, любая мама героиня. То есть не каждому суждено стать самым великим в той или иной сфере. Но каждый человек, кто является кем-то, кем бы он ни являлся, школьником, студентом, работником какой-то компании, да, то есть он есть тем, он стал тем, кем он является сегодня, благодаря, в первую очередь, поддержке своих родителей. Поэтому я поздравляю всех мам с этим событием, да, с Новым годом. И хочу пожелать им побольше позитива и радости в жизни. Спасибо от лица всех детей, поздравляю всех мам с Новым годом и желаю вам только самого наилучшего. Пусть вас радуют все события в этой жизни, и прежде всего пусть ваши дети радуют вас, а вы радуете их. Когда у вас все хорошо, тогда и у ваших детей тоже все хорошо. Денис, вот у нас предновогодняя сегодняшняя новая традиция. Перед вами вот есть шарик, елочная игрушка. Пожалуйста, будьте добры. И вот маркер рядом лежит. Нам бы очень хотелось, чтобы вы нам оставили свой автограф. И мы вот на нашу елочку потом это повесим. С удовольствием. Так, барабанная дробь. Давайте теперь вот на елочку, прям в самом центре, вот да, сюда? чтобы видно было. Как здорово. В завершении нашей беседы, нашего праздничного эфира, ваши пожелания всем тем людям, которые любят вас, болеют за вас, гордятся вами.
хотел бы поздравить всех казахстанцев с новым 2016 годом. Нынешний год стал очень насыщенным для всех казахстанцев, но все, что не убывает, делает нас сильнее, как говорил Фридрих Ницше. И пусть следующий год станет ярким примером того, как мы умеем достигать новых результатов, несмотря на все сложности. Желаю всем здоровья, счастья, побольше позитивных эмоций. И я от лица всех спортсменов надеюсь, что мы сможем радовать вас также прекрасными новостями. С Новым годом! Денис, огромное вам спасибо за ваши теплые пожелания. Мы вас хотим Мы вас очень любим и обрадовать. хотим тоже, в свою очередь, подарить вам вот такой небольшой Вот с сувенир. чем у вас ассоциируется Новый год? Мне бы хотелось узнать. В первую очередь. Зимой это номер 1, 2 с семьей, 3 с Новым годом. А вы знаете, вот лично для меня Новый год ассоциируется еще с мандаринами. Вот. Я в последнюю очередь всегда думаю о еде, честно говоря. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, Красочной, сладкой и вкусной. Да. Спасибо. С Новым годом! С Новым годом, Денис! Очень приятно. Друзья, напоминаем, что сегодня гостем программы «Хайырлы таң» был олимпийский призер зимних игр 2014 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, выдающийся фигурист и многократный победитель международных турниров Денис Тен. А вот и я. Анар, привет! Ты знаешь, я вот только что подумал, ведь вы с Зарой не только ведущие программы «Хайырлы таң», но и журналисты и сценаристы. Что можешь сказать по поводу нашего контента? Ну, по приблизительным подсчетам, если мы выходили в эфир почти 300 раз, а в каждой программе у нас по 3-4 сюжета, то мы успели рассказать более 1000 разных уникальных историй. Анар, как ты собираешься проводить новогодние праздники? Ты знаешь, Чингис в начале программы сказал, что Новый год – это пора, когда сбываются все мечты. Так вот, у меня есть мечта наконец-то сходить в кино. Я не могу этого сделать уже на протяжении 2 месяцев. Анар, тебе в срочном порядке нужно исправить эту ошибку. А в выборе тебе поможет наш киноэксперт Дмитрий Мостовой. Доброе предновогоднее киноутро! Сегодня я расскажу вам о тех фильмах, что поступят в кинотеатры уже завтра, 1 января, и которые вы сможете посмотреть на этих длинных выходных. Если, конечно, захотите. Итак, нас ждут очередной байопик о Стиве Джобсе, на этот раз от самого Дэнни Бойла, ответ набившим оскомину елкам в исполнении квартета И, а также 3-я часть мультприключений Ивана Царевича и Серого Волка. Только представь, компьютер превратится в произведение искусства, и каждый захочет иметь его у себя дома. Тогда, очевидно, произойдет мощнейший тектонический сдвиг. Именно. Благодаря культовому статусу, приобретенному компанией Apple и ее продуктами, фигура Стива Джобса еще при жизни была овеяна ореолом гения, тайны, превратившись едва ли не в икону для фанатов. Так что после смерти Джобса съемки биографического фильма о нем были неизбежны. Первой ласточкой стала картина с лаконичным названием «Джобс», которое, правда, в нашем прокате было изменено на примитивное пошлое «Джобс. Империя соблазна». Лента с Эштоном Кутчером в главной роли была прохладно встречена и зрителями, и близкими Джобса. Так что через 2 года нас ожидает новая кинобиография выдающегося менеджера и провидца. И тут уж за дело взялся не кто-нибудь, а Дэнни Бойл, обладатель Оскара за «Миллионера из трущоб», режиссер «Пляжа» и 127 часов. Ну а сценарий к его картине с не менее лаконичным названием «Стив Джобс» написал Аарон Соркин, еще один оскаровский лауреат за фильм «Социальная сеть». В итоге получилась гораздо более объемная работа, которая может стать одним из фаворитов Оскара 2016. По крайней мере, Майкл Фассбендер, исполнивший у Бойла роль Джобса, а также Кейт Уинслет, сыгравшая его соратницу Джоанну Хоффман, номинированы на «Золотой глобус». Кроме того, номинации удостоены сценарий к фильму и музыка к нему. Один из основателей Стивен Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс возвращается в Apple. 20 век запомнится 2 событиями. Победой союзников во Второй мировой войне и этим. После того, как ведомая Тимуром Бекмамбетовым серия «Елки» выдохлась, свято место пустовало недолго. Сейчас на Новый год выходит сразу несколько праздничных комедий, сотканных по одному и тому же лекалу. А именно, набор самостоятельных историй, слегка сюжетно связанных между собой. Наиболее заметный из таких новогодних альманахов «Страна чудес». Давайте познакомимся. Так, прошу. Вот, Иван Гоге. Фрукты, овощи и пластиковые окна. Да. Оригинально. А ты, уважаемый, кто? Аудитор. Кто?
Аудитор. Ну, слушай, не хочешь, не говори. Я аудитор. А я тогда бимветер. Квартет И, выдавший на гора замечательные комедии «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины», вновь собрался вместе, чтобы посмешить нас. Правда, на этот раз квартет И взял на себя ответственность только за одну из новелл и сценарий целиком. В остальных историях, вошедших в картину «Страна чудес», снялись хорошо известные актеры: Елена Яковлева и Федор Добронравов, Александр Паль и Олеся Железняк, а также друзья квартета И из рок-группы Би-2. Мать, не обижай. Вырастешь, пистолет тебе подарю. Эксперимент признан неудачным. Он связался потом. Какой потом? Всемирный. Собирайтесь, я отвезу вас на Центавра. Денег я тебе не дам. Мне инопланетяне сказали. Толя и Геннадий Илларионович прилетели, нас затопят. Лети один. До следующей капельницы. Ты, он, она, вместе целая страна. Это не Белочка. Белочка совсем по-другому ощущается. Словим мы 100 тысяч. Еще одна новогодняя кинотрадиция – мультфильмы от студии «Мельница». Поочередно аниматоры «Мельницы» выпускают картины об Иване Царевиче или трех богатырях. На этот Новый год настало время Ивана Царевича и Серого Волка, а именно третьей части их осовремененных приключений. Раз, два, три. Дам тебе, папа. Нет. В честь своего 150-летия царь Тридевятого царства, как один известный соседский президент, сказал: «Я устал, я ухожу», и отправился в деревню на рыбалку. Осталось государство на попечении Ивана Царевича и Серого Волка. Но тут вмешалась Василиса, заявившая, что хочет, наконец, отправиться в свадебное путешествие. С женщинами в таких вещах, как известно, спорить бессмысленно. И компания отправляется по Европам, оставив страну без присмотра, что в современной политической ситуации делать небезопасно. Как обычно, центральных персонажей мультфильма озвучили известные актеры: Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Никита Ефремов и другие. Что это было? Короче, произошло это, как обычно, в Тридевятом царстве. На этом все. Встретимся, как обычно, через неделю и смотрите кино. А вот и ты, Чингис. У меня к тебе вопрос. Кто ты по знаку зодиака? В год кого ты родился? По знаку зодиака я лев, и родился я в год тигра. А я в год змеи. А у нас самое время представить еще одного звездного гостя. Это Ислам Байрамуков, известный казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призер Олимпиады 2000 года в Сиднее. Ислам, доброе утро. Доброе утро. Доброе праздничное утро. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в гости утром 31 декабря. Для нас каждый день праздник. Честно, просыпаемся, утро, рассвет – это для нас ежедневный праздник. Все, что вокруг происходит, горы, солнце, воздух, вода родниковая, люди улыбаются, на работу спешат, тренируются, достигают каких-то успехов. Каждый день праздник. А вы бы какой хотели подарок получить на Новый год? Счастье, здоровье, близких, родных, улыбки – вот это самый большой подарок. Говорят, что спортсмены большие психологи, то есть вы можете легко определить своего партнера, либо коллегу, друга, товарища по взгляду, по поведению, может быть. То есть вы можете предугадать, что знаете, это человек. Формируется за годы тренировок, да, вот этих упорных, напряженных. Это все же победы куются в закрытых помещениях, в спортзалах, те, которые невидимы для обычного зрителя. Да, все это, что мы видим на аренах, это уже апогей, да, это уже заключительная фаза. А для того, чтобы приобрести навыки, опыт, частенько мы прибегаем к тому, что ищем сильных спарринг-партнеров, выезжают на совместные учебно-тренировочные сборы. Соответственно, там собираются представители разных культур, этносов, да, с различным менталитетом, ментальностью, психологией, характером. Вот это все учитывается. И вот там вот это все идет притирка, и люди друг друга познают. Байка есть, да, когда спрашивают, а каким видом спорта вы увлекаетесь, вы говорите в качестве, такой, что загадочно какой-то, что ли, образовать, что ли. Нежный и ласковый вид спорта. Это как, говорит? Крепко обнимаем, мягко укладываем. То есть у нас борьба это говорит о том, что все время в клинче происходит. Без контакта не происходит никаких приемов. Да? Действительно, это очень мужественный вид спорта. В данный момент, Ислам, Анар, хочу вам предложить сделать небольшую паузу. Мы обязательно вернемся к беседе. Ну а сейчас праздничные новости в нашем новогоднем дайджесте. Эти 17 мужчин из британского города Уиган готовятся к непростому соревнованию. Им предстоит съесть на скорость одно из самых популярных в стране блюд – пироги с мясом. По словам организаторов мероприятия, правила очень строгие.
Конкурс очень сложный. Нельзя запивать ни водой, ни микстурой от кашля, ничем. Можно только быстро есть. В этом году это холодные пироги из Германии. 3, 2, 1. Судья дает обратный отсчет, и участникам соревнований нужно поторопиться, при этом не уронив на пол ни крошки. Победителем в этом году стал 37-летний местный житель Мартин Эпплтон Клэр. Ему удалось съесть пирог за 38 секунд. В награду он получил чемпионское звание и кубок. Более 1000 человек в костюмах Дедов Морозов собрались на ВДНХ в Москве. Здесь прошел благотворительный забег, все средства от которого поступят в фонд помощи больным детям. Принять участие в мероприятии мог любой желающий. Для этого нужно было лишь заплатить небольшой взнос, за который спортсмену выдавался костюм Деда Мороза или Снежинки. Многие приводили свои семьи, некоторые брали с собой четвероногих болельщиков, а особо ленивые могли даже не приходить. Достаточно было сделать взнос из дома и получить по почте электронную медаль участника. Того, чтобы сместить не только приятное, но и полезное, потому что этим забегом мы помогаем больным детишкам. Да, и на самом деле, вот, может быть, это не особо большая помощь, но когда вот много народу собирается, по чуть-чуть каждого, и мы делаем большое дело. И плюс еще Новый год же скоро. Новогоднее настроение. Участники могли выбрать одну из двух дистанций на 5 или 10 километров. По словам организаторов, им удалось собрать более 1 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на оборудование, средства по уходу, лекарства и подарки для неизлечимо больных детей. Забег проводится 2-й год подряд. Доброе утро всем, кто только присоединился. Мы продолжаем беседовать с нашим утренним гостем. Это Ислам Байрамуков, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призер Олимпиады 2000 года в Сиднее. Ну и прямо сейчас мы прервались на том, что мы можем попробовать что-нибудь из приемов. Из приемов. Но я вам скажу один самый верный путь, как обыграть борца. Я готов. Вот, допустим, не дай бог, у вас получилось так, что где-нибудь какая-то экстремальная ситуация, у вас непримиримый характер, не хотите компромиссного решения вопроса. Самый действенный и верный путь решения проблем с борцом, победить его, это есть один из приемов. Изматывание соперника убеганием. Разворачивайтесь на 180 градусов и убегайте. Далеко убежал. Самый действенный прием. Главное успеть убежать. Да. Удивительно, на самом деле. Ну, посмеялись. Или как в том выражении, есть же бытует выражение, вот я помню, даже ходят такие, но это применительно к боксу, да, там на спине там прям написано. Обидеть боксера может каждый, но не каждый успеет извиниться. В таком же духе. Ислам, ваши утренние поздравления нашим зрителям. Пусть в этом году у вас будет все замечательно, все хорошо. Мира и согласия народу Казахстана, больших побед нашим спортсменам. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Ислам, спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам в гости. Пусть все ваши мечты сбудутся. И у нас для вас тоже есть небольшой сюрприз. Новогодний стол традиционно ломится от экзотических яств, в том числе фруктов. И какие фрукты у вас ассоциируются с Новым годом? Ну, у нас с детства обычно апельсины, мандарины. Это как бы такие экзотические фрукты были. Так и есть. Мы приготовили для вас свежие мандарины к вашему праздничному столу. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как эти мандарины. Спасибо вам еще раз, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Вашим вниманием. С наступающим Непременно вас попробуем. праздником. С наступающим вас. Спасибо. Ислам, и напоследок у нас появилась новая традиция в нашей программе. На этом шарике нужно оставить свою подпись, либо пожелание, и мы повесим этот шарик на нашу елку. Ну, автограф оставлять нам не привыкать, поэтому рука набита, не проблема. Здорово. Ну, а на елочной-то игрушке раньше пробовали оставлять автографы? Никогда не пробовал. Та-дам! Итак, какая роспись размашистая. Здорово, Ислам. Просим вас теперь повесить ее. С вашей тяжелой руки. Надеюсь, с годами она будет большую ценность представлять. На этом все, дорогие друзья. Наша крайняя программа в этом году подошла к концу. С вами были Игорь Сахар, Зара Есинаман, Чингис Капин, Анна Арзаева и весь наш творческий коллектив.
Друзья, давайте сейчас сюда пригласим нашу команду. Новый год – это ведь семейный праздник, а мы большая дружная семья. Итак, наши операторы, видеоинженеры, режиссеры, просим всех сюда. Дорогие друзья, это малая часть нашего огромного коллектива. Друзья, для нас огромная честь и большая радость встречать каждое утро вместе с вами. Мы желаем вам крепкого здоровья, а вашим семьям благополучия в новом 2016 году. Встретимся в понедельник, 4 января. С праздником, дорогие казахстанцы! С Новым годом!